Мужчина на берегу Казанки закапывает в песок части человеческого тела. Такое сообщение поступило в полицию минувшим вечером. Звонивший сообщил, что видел, как мужчина несет в полиэтиленовом пакете человеческую голову. Причем это была уже не первая его ходка. Руки и ноги он уже закопал. Нафиса Минязова приехала на место происшествия. Как нам стало известно, в дежурную часть полиции позвонил неизвестный, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что знает подробности страшного убийства. По его словам, один мужчина убил второго, расчленил его и останки несет вдоль берега реки Казанка, чтобы закопать их. Полицейские информацию проверили. На улице Сибгата Хакима на берегу реки Казанка обнаружили 2 мешка, закопанные в песке, в которых находились фрагменты человеческого тела. Очевидцы рассказали, что видели мужчину с пакетом в руке и предположили, что содержимое было похоже на отрубленную голову. Найти подозреваемого труда не составило. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 39-летний местный житель. При этом при задержании он находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. По словам соседей, в его квартире раньше часто были бурные застолья, и гости туда приходили буйные, однако в последнее время стало потише. С кем жил, не знаю, но образ жизни вроде нехороший. Выпивал? Да. А часто здесь такие шумные посиделки были? Ну, в последнее время нет. В этой квартире обнаружили туловище и другие части человеческого тела. Личность погибшего установили. Им оказался 57-летний житель Зеленодольска. Тут же восстановили картину преступления. Стражи порядка предположили, что убитый и предполагаемый убийца познакомились только недавно. Находясь в квартире с приятелем, они распивали спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подозреваемый схватил топор и обухом топора ударил потерпевшего по голове. После этого расчленил тело мужчины. В какой-то момент, когда мужчина нес мешки с фрагментами тела своего приятеля на берег реки Казанка, его увидели соседи и позвонили в полицию. Сейчас проводятся необходимые экспертизы. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания задержанному меры пресечения. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, Константин Бушуев. Вызов 112.